Мы находимся в Асиновском ущелье нашей замечательной горной Ингушетии. Как вы уже, наверное, догадались по шуму бурлящей реки, мы находимся рядом с рекой Assa. И башни, которые за моей спиной находятся, называются Гяги-Галаш. Сегодня мы планируем отправиться туда и в течение нескольких лет уже вынашивали эту идею подняться туда наверх, посмотреть, в каком состоянии находится этот башенный комплекс, оцените состояние, нуждается ли он в реставрации, ну и просто показать вам путь, который необходимо проделать для того, чтобы туда попасть. Посмотрим, насколько он сложным окажется. Насколько востребован у гостей нашего региона вот именно вот этот маршрут, скажем так, и часто ли сюда вообще туристы приезжают? Если сказать, что туристы сюда приезжают очень часто, это можно сказать, ничего не сказать практически. Здесь приезжают туристы как вместе с нами, так и отдельности приезжают. То есть вот этот башенный комплекс можно посетить без каких-то особых проблем. То есть для местных жителей, для российских граждан не нужен паспорт даже при посещении вот этого комплекса, а иностранцам также не нужен пропуск. То есть вот эти башни уже не входят уже в приграничную зону. То есть пост пограничный уже находится чуть дальше, а вот эти башни уже находятся далеки от них. Вот поэтому все уже многие, которые не получается получить пропуск, у которых люди, которые забыли дома свои паспорта, они могут прийти сюда, посмотреть вот эти башни. И если бывают такие смелые, отважные люди, которые сумеют перейти вот эту реку Assa, они переходят и осматривают весь этот башенный комплекс. Вот позади нас уже находятся сторожевые башни, это башни Гагиевых. И здесь уже комплекс, в основном жилые башни, находятся уже по ту сторону реки Assa, в Асинском ущелье. И вот эти башни уже в те времена считались уже двором ингушского народа. То есть, если сказать на ингушском, галгай-нарти, считались вот эти башни. И каждый гость, который в те времена проходил в Таргимскую котловину, они проходили через эти ворота, через боевые башни Гагиевых. И можно сказать, что Гагиевы нынешние могут гордиться, что они сами защищали все это уже Таргимскую котловину. Через них проходили все караваны и все гости в те времена. Что мы будем сегодня делать для того, чтобы попасть к этому башенному комплексу? Какой путь нам необходимо пройти? Мы сейчас постараемся, не скажу, что перейти реку, это уже как бы будет для нас проблематично. Мы уже постараемся как бы по цивилизованному перейти по мостику и добраться вот до этих башен. И самим собой уже осмотреть все эти башенные комплексы уже на месте, вблизи. Думаю, добавить абсолютно нечего. Выдвигаемся в путь, посмотрим, насколько он интересным получится. Пожалуйста. Перейдя мост, перекинутый через реку Assa,
мы наткнулись на небольшой такой овраг, по которому нужно было подняться чуть наверх, и вышли на такую достаточно условную тропу. Если что, мост через реку, который мы можем видеть внизу и который мы вам покажем, разумеется, в картинке тоже, он находится рядом с постом пограничной заставы. Ну а мы, выйдя на эту тропу, продолжаем свой путь. Судя по всему, он будет непростым. Посмотрим, каким он сложится в итоге. Давайте догоним наших экскурсоводов. Посмотрим, какие впечатления у них. Насколько я понимаю, они тоже первый раз собираются подобраться к башням Гяги вплотную. Пошли! Поход к башням Гагиевых чем-то напоминает наш недавний маршрут к храму Магу-Айырды. Если вы помните, уважаемые телезрители, обстановка была такой же колоритной, как и здесь. Пожелтевшие листва под ногами, не так сильно хрустящие, как при прохождении нашего сегодняшнего маршрута, но, тем не менее, тоже достаточно интересная и увлекательная. Разве что листвы на деревьях осталось совсем уж мало. Ну и еще одним немаловажным фактором является то, что здесь, рядом с этими башнями непосредственно, я имею в виду, мало кто бывал. Поэтому, я думаю, будет интересно. Думаю, вам тоже будет интересно увидеть то, что увидим мы своими глазами. Разумеется, картинка всей этой красочности передать не сможет, но мы постараемся показать вам хотя бы частичку той красоты, что увидим своими глазами. Потопали дальше. На самом верху этого небольшого обрыва, скажем так, на который мы поднялись, неслабый такой ветер. В принципе, здесь на открытом пространстве это неудивительно, как и в башнях непосредственной близости от Тергима. Здесь он также бушует. Но мы вышли на небольшую тропу, опять-таки, и она ведет вниз, судя по всему, опять к подножию реки Аса, но уже с другой стороны, нежели с той, с которой мы начинали нашу передачу. Поэтому посмотрим, насколько эта тропа интересная, куда она нас в конечном итоге приведет. Надеемся, что к башням Гяги, куда мы сегодня держим путь. Продолжаем.
Маршрут, не сказать, что очень сложный, в отличие от тропы на Земгалы, здесь достаточно такая ровная дорога, не сказать, что утоптанная тропинка, но тем не менее идти достаточно легко. Давайте спросим у нашего экскурсовода Хайрудина Гадаборшева, насколько в потенциале этот маршрут может оказаться интересным для туристов. Пойдемте. Хайрудин, салам алейкум снова. Мы тут говорили о туристическом потенциале Джайрасского района и в частности Гяги-Галаш. Насколько интересен для туристов может быть этот маршрут в перспективе, если его в принципе будут разрабатывать? Как думаешь? Если человеку интересно гулять по лесу, не искать таких легких путей, то этот маршрут именно для него. То есть здесь нет никакой такой особой сложности. Реку переходить тоже уже в одно удовольствие. Будь у нас сменная одежда, мы бы с удовольствием перешли бы эту реку вброд. А так уже и интерес будет у каждого туриста узнать что-то для себя новое. Каждому человеку, который живет в городе среди этих каменных джунглей, ему интересно побывать в зеленой местности. То есть ходить по лесу, там, гулять, расслабиться чисто душевно. Это не то, чтобы организовать какой-то отдельный пикник, а так уже просто для себя, для души гулять по этим лесным массивам. Я думаю, что интерес у туристов будет. Будет в том плане, что они будут здесь наедине с собой, каждый самим собой. И так уже может уже отдохнуть по мере своей возможности. И так уже насладиться всей этой тишиной, всем этим шумом, можно сказать, бесшумие. Здесь рядом течет река Аса, слышать шум воды и спокойно так отдохнуть, расслабиться, подумать о жизни, это уже большое удовольствие, на мой взгляд. А так уже Гяги-Галаш, вот этот маршрут будет, на мой взгляд, очень популярный и известен. Самое интересное в горах Ингушетии, в частности при прохождении этого маршрута, то, что кажется, будто ты вдалеке от цивилизации, хотя оказывается на самом деле, что вот она, трасса, она всего в нескольких десятках метров от тебя, но тем не менее тишина, уединенность, которая царит здесь, она погружает тебя в состояние такой умиротворенности. Ты наедине с природой и чувствуешь себя частичкой, скажем так, этой природы. Бурлящая внизу река Асса, пение птиц, которые еще не улетели в теплые края, и осознание того факта, что мы совсем скоро, судя по всему, придем к конечной точке нашего маршрута, это очень мотивирует на дальнейшие свершения, на дальнейшее покорение нашего маршрута. Пожалуй, немножко еще посидим. У нас такая традиция сложилась, что даже несмотря на то, что мы не очень-то и устали, тем не менее хочется посидеть здесь как можно больше, как можно дольше посидеть, провести здесь время. Пожалуй, так и сделаем. После нескольких десятков минут похода мы наконец-таки приходим к башням, можно сказать, практически уже вплотную. И нагромождение вот этих камней говорит нам, судя по всему, о том, что здесь когда-то была башня. Но лучше вести себя достаточно аккуратно
на этой дороге, потому что можете споткнуться и получить небольшую такую травму. Говорить о том, что это была жилая башня или боевая, мы не будем, потому что мы не специалисты в этой области, просто скажем, что это камни. Но сквозь кроны деревьев мы можем увидеть абсолютно точно Галайнарги, это башни, которыми мы сегодня держали наш путь, поэтому считаю, будет преступлением не подняться туда наверх, не показать вам тот вид, который увидим совсем скоро мы. Пойдем. Самое интересное, самое важное, самое нужное, самое красивое, скажем так, зачастую бывает скрыто от людских глаз, и ярким подтверждением этому является башня Гяги Галаш. Боевая башня, я имею в виду, потому что если смотреть со стороны трассы, с которой мы подъехали в самом начале нашей передачи, эта башня абсолютно не видна. И это является дополнительной мотивацией для туристов, для гостей, для местных жителей, опять-таки, ну и для представителей Тейпа Гяги, разумеется, для того, чтобы они приехали сюда, посмотрели на это вживую. Эти камни – это история наших предков, это история, которой мы обязательно должны гордиться, должны дорожить, ну, сохранять ее, разумеется, тоже. Поговорим о культурном наследии и его сохранении, а также о реставрации этих башен с нашим экскурсоводом. Он, наверное, наверху. Про реставрацию и восстановление башенных комплексов, разумеется, лучше говорить с людьми, которые более сведущие в этих делах, которые лучше в этом разбираются. Хайрудин, расскажи нам о состоянии этого башенного комплекса. Какие работы здесь, по твоему мнению, необходимо было бы провести, чтобы туристы больше приезжали, ну и чтобы сохранились эти башни для нас и для наших потомков? Но самое главное, чтобы посетить вот этот башенный комплекс, необходимо построить мост. Чисто, чтобы через реку Асу здесь положить мост, чтобы пойти уже туристам было бы намного легче. А не так, как мы сегодня пришли через лесистые заросли, больше километров дороги прошли, по-моему. И что касается, во-вторых, вот этих башен, башни было бы лучше отреставрировать. Или сделать таким образом, чтобы человек, который вот здесь приезжает, среди этих деревьев мог увидеть то, что тут уже можно, то, что тут построили наши предки. То есть с дороги тут видно только две башни, а на самом-то деле здесь очень много башен. Сзади есть еще одна такая большая башня, высотой, по-моему, 10 метров. Эта башня тоже уже с дороги вообще не видно. Лучше было бы, если отреставрировать вот этот башенный комплекс. Но уже если это сделать уже невозможно, у знающих людей, у строителей, у людей, у которых есть больше опыта в этом вопросе, если это невозможно сделать, просто закрыть вот этот башенный комплекс
чисто можно было просто наблюдать с дороги. На самом-то деле это очень красивый вид с дороги на эту башню. Видно, как эти боевые сторожевые башни стоят на огромном глыбе камня. И как этот камень разорвало на части. То есть некоторые утверждают, что здесь было землетрясение, от этого землетрясения разошлись один камень разошелся на две части. Но и деревья, которые здесь растут, они тоже оказали свое уже значительное влияние на этот башенный комплекс. Но вид здесь открывается шикарный. То есть река Аса как будто уходит на небо. И лесистые заросли вокруг этого комплекса дает понять, в каких условиях, в каких сложностях, в каких трудных моментах жили здесь наши предки. Ну и, разумеется, само месторасположение этих башен явно говорит нам об их предназначении, об изначальной их цели, с которой их строили. И все-таки для зрителей наших разъясни, пожалуйста, зачем эти башни на вот этих скалах построили наши предки? Какое было их первоначальное предназначение? Ну, как мы уже видим, как мы все уже практически знаем, это ущелье Асиновское. То есть эти башни были построены здесь для того, чтобы полностью защитить вот это ущелье. И назвали это двором ингушского народа из-за того, чтобы защитить всю Таргинскую котловину. То есть первые люди, которые следовали в горной части Ингушетии, нынешней, должны были пройти мимо вот этих сторожевых башен. Первое предназначение этого башенного комплекса была защита. Защита дальнейшего уже башенного комплекса. И в случае нападения врага или неприятеля здесь уже выдавался сигнал с сигнальной башни с высоты 20-30 метров. И дальше уже башенные комплексы перехватывали этот сигнал и доносили уже вглубь горной Ингушетии. На этом наша программа подошла к концу, уважаемые телезрители. Мы искренне надеемся, что вам с нами было интересно. Оставайтесь на Национальном, любите свои башни и берегите их точно так же, как делали наши предки несколько сот лет назад. Адик Хелши.